Вот так вот раз. А потом даже можно команду подать, даже ты можешь или там, смотри, можно сделать так. Уважаемые громадяне Беларуси, починається свято белорусской войсковой славы, присвяченное угодкам славной перемоги белорусского войска под Воршей. Свято отчинено. У гэты небяспечны час наша Беларусь реально не мае свайго войска. Такая ситуация склалася за того, что дагэтуль присягу на верность нашему народу и державе прымаюць толькі маладыя курсанты и солдаты. Офицеры ж присяги не приняли и юридично являются офицерами неіснуючей зараз советской армии. Таким чином, белорусскими солдатами кируют советские офицеры, и мы утрымливаем на своих плечах невядома чье войско. Министерство обороны заявляет, что амаль 90% офицеров готовы хоть зараз присягнуть на верность Беларуси, але откладывая это питание на 5 месяцев, мовляв, хай еще подумают. Таким чином, мы собрались тут за того, чтобы заявить, что нашему народу есть кому боронить. Мы хотим тут разом с войсковцами запаса, разом с усими присутными принять присягу на верность Беларуси. Безумовно, эта присяга не будет иметь юридичной силы, але у кожной присяги, окромя юридичного, есть еще и моральный бок. И тому мы хотим присягнуть своему народу, хотим иметь хоть моральное право называться белорусскими офицерами и жовнерами Беларуси. Министерство обороны назвало акт клятвы на верность белорусской державе и народу антидержавной акцией. Министерство обороны погрожає звольнением тим офицеров, які приймуть присягу. У той же час у гэтым войску служать зловленные на крадежах генералы, але звольняють з войска тих офицеров, які викрили їх злочинства. У войску служать і керують нашими войсками военачальники, які открыто заявляют, что потребна военная диктатура, что наша незалежность повинна быть скасована. Але зато з войска звольняють офицеров-патриотов, які змагаються за нашу державу. Так якое ж войско тут створається? Если будет оно боронить нас? Зараз мы собрались тут, чтобы ушановать память другого войска. Это войско не думало, что ему робить, коли ровно 478 год тому опинулося перед утроя большими силами агрессора. И оно приняло удар на себе и вырятовало нас. И тому мы ушановуем память наших предков, які не тільки у гэтай, але у інших кривавих битвах, які так шмат спознала наша земля, ратовали нас, ратовали Беларусь. Могут спитаться, чому ви весь час згадуєте про минуле, про предков? Хіба у вас мало проблем у сучасності? Навошта вам тие предки? Сапраўды, жить вас зараз вельми тяжко, але у тих тяжкостях, у тим всеагульным развале, окромя політичних причин, есть еще одна и вельми істотная причина. Это страта моральных ориентиров в нашем громадстве. Страшно, коли все купляется и все продается. Коли начальники наживаются з улади, а простому человеку
нема куди податися. Народ, у якого нема віри, у яким похиснулися навіть елементарні моральні норми, на яких збудував свій добробит цивілізований сусвіт, ніколи не підійметься з колен. Замість обіцяного ринку ми отримаємо і вже отримуємо базар, на яким кожен норовить украсти, вирвати кавалок з горла у сусіду. Замість обіцяної демократії ми отримаємо і вже отримуємо уладу продажних політиків, які для того, щоб захопити і заховати цю уладу, готові на все. Вони готові навіть на те, щоб кончатково знищити нашу нещасную, нашу зневеченую белорусскую мову. И тому нам, как подродиться, как выжить, потребны сумленные, ширые люди, які здольні не продаться, коли купляють, які здольні не наполохаться, коли навколо страшно. І тому нам потрібні наші продки, і вони потрібні нам, як духовне опірище у той внутрішній боротьбі, які кожен з нас веде в одиночку перед самим собой, супроть бруду, продажності, супроть неправди. Яны, наши продки, пошли насустрач смерти, как нас вырятовать. Яны здолели, окруженные ворогами, побудовать буйнейшую у средневековой Европе державу. Мы их нащадки, их кровь тече в наших жилах. Мы здолеем побудовать незалежную, вольную, цивилизованную, богатую Беларусь. Я верю в это. Так буде. Покольки нас не імкнулися знищить, нікому не удалося знищить душу нашого народу. Яна живая, яна тут, серед нас, тут, на этой площади, где зараз б'ється серце нації. Живе Беларусь! Зважай! Присягаем народу Беларуси! Повторяй за мной. Я. Громадянин Беларуси. Громадянин Беларуси, Поступающий на військову службу. поступающий на військову службу, Присягаю присягаю на верность Республике Беларусь и ее народу. на верность Республике Беларусь и ее народу. Клянуся Клянуся свято виконувати свято виконувати Конституцию и законы Республики Беларусь, Конституцію і закони Республіки Білорусь, військовые статуты, військові статути, загады командиров и начальников, загады командирів і начальників, высоко нести гонор и годность воина, високо нести гонор і годність воїна, не шкодуючи свого життя, не шкодуючи свого життя, оборонять народ обороняти народ и державные интересы Республики Беларусь. і державні інтереси Республіки Білорусь. Обов'язуюся проходить військову службу у любым месте на території Республики Беларусь. Ті за її межами. Куди мене накерує уряд Республіки Беларусь. Коли ж я порушу прийнятую мною військову присягу, то готовий нести отказность, установленную законами Республики Беларусь. Установленную законами Республики Беларусь.